Специальный отряд быстрого реагирования Министерства внутренних дел Абхазии был создан 26 апреля 2018 года распоряжением Кабинета министров республики. За 5 лет своего существования у СОБРа сформировался свой, не похожий на другие, характерный почерк, а также традиции, перенятые у старших поколений. С 2020 года отряду удалось совершить настоящий рывок в своем развитии. Это стало возможным благодаря преемственности поколений и поддержке со стороны государства. В 2020 году мне было предложено возглавить специальный отряд быстрого реагирования. И по рекомендациям, тогда был министр внутренних дел Дмитрий Сергеевич Бар. По его рекомендации, по его представлению в Кабинет министров, я был назначен заместителем министра внутренних дел, курирующий спецподразделение СОБР. На тот период нашему спецподразделению было всего 2 года. Перед ней стояли большие задачи, не хватало опыта, оснащения, материально-технической базы, не было элементарно места базирования спецподразделения, но с поддержкой руководства страны Аслана Георгиевича Бжаня, и на тот период был министром ДБАР Дмитрием Сергеевичем, была оказана большая, огромная поддержка спецподразделению, была выделена база, было организовано питание на этой базе, и спецподразделение было переведено на круглосуточное дежурство. И по сегодняшнее время, и также сегодняшний министр Вальтер Сергеевич Будба также оказывает посильную помощь. Сегодня СОБР базируется на принципе единоначалия, преданности традициям. Как рассказывает замминистра Раш Цвижба, за последние годы сделано немало, однако гораздо больше в планах. За этот период были привлечены инструктора с других подразделений приглашены на работу. У нас очень хорошая команда профессионалов. Ежедневно проводим занятия по повышению боевой и тактической подготовки нашего спецподразделения. Выезжаем на полигон. Подготовка сотрудников СОБР имеет свою специфику, отличающую их от других специальных подразделений МВД. В СОБР очень много специалистов по различным направлениям применения, однако взаимозаменяемость поставлена во главу угла. Акцент подготовки сделан на работу против вооруженного преступника в городской черте, на транспорте и в общественных местах. Свою работу сотрудники выполняют в условиях постоянного риска для жизни, однако осуществлять ее они обязаны незамеченными. Ежедневно собровцы оттачивают навыки обезоруживания и задержания преступников. Вместе с тем СОБР успешно применялся практически в любых боевых условиях. Большое внимание сотрудников уделяется физической и психологической подготовке, рассказывает нынешний руководитель СОБРа Дадын Чачхали. Основными задачами спецподразделения нашего является силовая поддержка оперативных служб Министерства внутренних дел. Мы занимаемся задержанием особо опасных преступников, людей, находящихся в розыске, а также участвуем в рейдовых мероприятиях, проводимых ГАИ. Основные требования какие? То есть наличие высшего образования обязательно, военного билета, человек должен быть патриотичный, молодой, крепкий, ну и критерий до 28 лет, потому что кадры воспитываются от 3 до 5 лет, потому человек должен быть молодым. И чтобы у него было время для того, чтобы окрепнуть, стать сильным бойцом, чтобы служить своей родине. Мы начинали в 2020 году, мы пришли практически в молодое подразделение, которому было 2 года.
которая практически не имела базы, то есть не имела места базирования, не имела определенного оснащения. Автопарк был маленьким, и оснащение в плане оружия было маленьким. То есть были моменты, которые нужно было дорабатывать, нужно было оснащать спецподразделения, и спецсредствами нужно было оснащать. Этого всего не было. Мы потихонечку стали реформировать спецподразделения благодаря нашему президенту Аслану Георгиевичу и поддержки министра самого тоже, конечно же, мы стали оснащаться. Подразделение, несмотря на то, что вроде бы как бы молодое, есть уже определенные кадры, на которые есть определенная надежда, как бы ребята стремятся, очень динамично двигаются вперед. Кандидатами на службу в подразделение СОБР отбираются, как правило, спортсмены, бывшие оперативники уголовного розыска, а также офицеры спецподразделений, имеющие высшее образование. К таковым относится нынешний замруководителя отряда Дмитрий Хаджиев. Он убежден, что его отряд сегодня способен выполнить широкий спектр задач на профессиональном уровне. Сегодня я могу с уверенностью сказать, что подразделение боеспособно и способно выполнить различного рода задачи. Это благодаря тому, что мы каждый день занимаемся, каждый день проводим тренировки, включая городскую тематику, лесную. Я думаю, СОБР одно из лучших подразделений в нашей республике. Я думаю, СОБР будет развиваться. И самое главное, дай бог, чтобы поменьше приходилось проводить каких-то практических мероприятий. И пусть в стране будет все хорошо и спокойно. В специальных отрядах быстрого реагирования каждый офицер обладает особыми качествами. Это не только сила, выносливость и отвага, но и умение работать в команде, готовность в трудную минуту оказать помощь и поддержать боевого товарища. Сотрудников спецподразделения отличает высочайший профессионализм, выдержка и решительность. Хочу поздравить личный состав специального отряда Министерства внутренних дел с профессиональным праздником. Это наш первый юбилей, 5-летие мы отмечаем. Желаю вам всем мира, добра, здоровья. Дай Бог, чтобы все поставленные задачи выполнялись вами с честью. И самое главное, без потерь. Вы являетесь лучшими сынами абхазского народа. Вы настоящие патриоты. Я горжусь нашим подразделением. Удачи всем вам. Спасибо за службу. Сегодня практически ни одна из крупномасштабных операций правоохранительных органов не обходится без активного участия сотрудников СОБРа, ведь спецподразделение имеет огромный опыт этой работы. На счету офицеров спецотряда сотни спецопераций. Спустя 5 лет со дня создания можно с уверенностью говорить, что СОБР МВД Абхазии – это элита, которая выполняет поставленные задачи в любых условиях. Специальные отряды быстрого реагирования сохраняют верность традициям и принципам, определившим их особый статус в системе ведомства.